Здравствуйте, дорогие друзья! Ни одно предприятие не может быть прибыльным с первого дня существования. Определенное время вы будете только вкладывать стартовый начальный капитал в развитие бизнеса, не получая отдачи. Но в результате вашего труда настанет день, когда ваши доходы превысят ваши расходы, и вы получите ту самую прибыль, ради которой и ведете свое дело. Для этого вам необходимо знать свои затраты, управлять ими, сокращать их, планировать свои доходы, повышать товарооборот. В результате деятельности получать прибыль. Формула прибыли. Доходы минус расходы равно прибыль, где доходы поступления от продаж, расходы – все ваши затраты. План доходов и расходов и исходящий из него отчет о прибыли и убытках поможет вам контролировать продажи и расходование денег, понимать, сколько вы должны продавать для того, чтобы покрыть расходы. Для составления этого плана вам необходимо расписать ежемесячные поступления денег от продаж, затраты на производство, налоги и затраты на содержание вашего бизнеса. При этом очень важно понимать, что планирование должно быть реалистичным. Большая ошибка – ожидать больших продаж в первые месяцы деятельности компании. Что же подразумевается под расходами? Это прямые и косвенные затраты вашего бизнеса. Прямые затраты – это затраты на сырье и материалы для производства, затраты на покупку товара в торговле, затраты на оплату труда. Косвенные затраты – это коммунальные услуги, арендная плата, реклама, страхование, транспорт, канцелярские товары, мебель для офиса, консультационные услуги, обучение персонала, лицензии и разрешения, амортизация, налоги, социальные и пенсионные отчисления. Уважаемые предприниматели, на экране вы видите пример плана доходов и расходов. Доходы. Доход от реализации товара. Январь – 300 тысяч, февраль – 400 тысяч, март – 500 тысяч. Итого доходов. Январь – 300 тысяч тенге, февраль – 400 тысяч тенге, март – 500 тысяч тенге. Расходы. Расходы на материалы. Январь – 100 тысяч, февраль – 120 тысяч, март – 140 тысяч. Оплата труда. Январь – 80 тысяч, февраль – 80 тысяч, март – 80 тысяч. Аренда помещения. Январь – 50 тысяч, февраль – 50 тысяч, март – 50 тысяч. Коммунальные услуги. Январь – 35 тысяч, февраль – 38 тысяч, март – 40 тысяч. Страхование. Январь – 5 тысяч, февраль – 5 тысяч, март – 5 тысяч. Проценты по кредиту. Январь – 65 тысяч, февраль – 65 тысяч, март – 65 тысяч. Итого расходов. Январь – 335 тысяч тенге, февраль – 358 тысяч тенге, март – 380 тысяч тенге. Чистая прибыль. Январь – минус 35 тысяч тенге, февраль – 42 тысячи тенге, март – 120 тысяч тенге. Доход – это количество проданного товара, умноженное на цену за единицу товара. Бизнес какое-то определенное время будет планово-убыточным. Планируйте с запасом нереалистично, учитывайте все расходы, которые могут быть, не рассчитывайте на большие продажи с первого дня. Рентабельность – это показатель экономической эффективности, это доходность предприятия или предпринимательской деятельности. Рассчитывается рентабельность просто. Это частная от
деление прибыли на затраты или на расход ресурсов. Рентабельным называют такое предприятие, которое имеет прибыль, а значит имеет положительные показатели рентабельности. Если предприятие убыточно, то его называют нерентабельным. Продукцию называют рентабельной, если она приносит прибыль. Себестоимость товара. Себестоимость является основой для определения цен на продукцию. Цена товара не может быть ниже его себестоимости. Снижение себестоимости приводит к увеличению суммы прибыли и уровню рентабельности предприятия. Различают два основных вида себестоимости – производственную и полную. Производственная себестоимость включает только затраты, связанные с процессом производства продукции, начиная с момента запуска сырья в производство и заканчивая освидетельствованием готовых изделий и сдачей их на склад готовой продукции. Полная себестоимость – это сумма расходов, связанных с производством продукции, производственная себестоимость, и расходом по ее реализации, коммерческие расходы. Коммерческие расходы включают в себя затраты на упаковку, хранение, погрузку, транспортировку и рекламу. Формула себестоимости – это сумма прямых расходов, косвенных расходов и оплаты труда. Прямые расходы – стоимость сырья и материалов на единицу продукции. Косвенные расходы – все другие затраты на единицу продукции. Оплата труда – стоимость труда на единицу продукции. Бухгалтерский учет – это учет и фиксирование всех операций с деньгами на предприятии. Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуальных предпринимателей и организаций. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется на основе единых общепринятых принципов, регламентированных национальными стандартами финансовой отчетности НСФО, международными стандартами финансовой отчетности МСФО, типовым планом счетов и выбранной учетной политикой. Индивидуальные предприниматели, применяющие в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на основе разового талона или патента, вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности. Субъекты малого предпринимательства, применяющие в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, юридических лиц, производителей сельскохозяйственной продукции, а также действующие на основе упрощенной декларации, руководствуются национальными стандартами финансовой отчетности. Результатом бухгалтерского учета является балансовый отчет, который составляется на конец отчетного периода. В правой части баланса учитываются источники финансовых средств. Это пассив, собственный капитал, заемный капитал, что мы должны. В левой части баланса статьи расходов финансовых средств. Это актив, основные средства, оборотный капитал, что нам принадлежит. Для примера предлагаем вам баланс фермерского хозяйства Армана и Алии. Актив. Крупнорогатый скот – 1 миллион 500 тысяч тенге. Строение – 200 тысяч тенге. Оборудование – 150 тысяч тенге. Запасы – 390 тысяч тенге. Транспорт – 750 тысяч тенге. Итого активов – 2 миллиона 990 тысяч тенге. Пассив. Собственный капитал – 2 миллиона тенге. Кредит – 990 тысяч тенге. Итого пассивов – 2 миллиона 990 тысяч тенге. Любая операция, произведенная в ходе хозяйственной деятельности компании, получит отражение в балансе, причем эти изменения произойдут и в активной части, и в части пассива. В основе строения баланса лежит равновесие, обеспеченное системой двойной записи текущего бухгалтерского учета. Принцип равновесия воплощен в равенстве сумм итогов двух частей баланса – актива и пассива.
Бухгалтерский учет в малом бизнесе могут вести сам предприниматель, бухгалтер, постоянный или приходящий, временный, фирма, оказывающая услуги в области ведения бухучета. Если вы регистрируете юридическое лицо, то вам необходимо взять на работу профессионального бухгалтера. Если вы ИП и отчитываетесь по патенту или упрощенной декларации, вы сможете вести учет самостоятельно. Удачи, настойчивости и благополучия вам, дорогие друзья!